сальто сделал. Хочу, ребят, затопить печку, потому что там сыро. Немножко затопим. Пусть подсухает изба. Все открытым оставим, блин. Вообще сыро. Нормально так. Знакомые сейчас ночевали перед наводнением. Тут ночевали они. Говорит, выше пола вода была. Сейчас все искривилось, пол искривился. Он. Ну, подправлять уже ничего не стану. Все равно уже все я буду разбирать тут. Пол поменяю. Венцы поменяю. Какой толк сейчас что-то либо делать? Пусть будет так, как есть. Сейчас, знаешь, вот так для плесени это как бы подзарядка, это вода, сырость. Но они ночевали, знакомые, и даже кирпичную печку они не затапливали, говорит, нормально, и не холодно было, этой печкой они топили, эту печку. Так что все будет, все поснимаем, все как буду делать. Раньше пока ничего не буду рассказывать. Перестройка избы, ремонт капитально будет тут. Офигеть. Такого, конечно, не было еще. Бывало, что там до первого венца доходила вода. До пола, можно сказать. Ну, чтоб до нар первый раз. Такую картину вроде бы я еще не снимал. Что вот наш луг, все залито было водой. Я обычно, как начал снимать, я приезжал сюда, уже вода, где-то вон там лужа стояла. Вот сейчас вот видите вот такую картину. И я раньше, когда я вот тут охотился, рыбачил,
Весной, вот когда приезжал, все было залито тут. У меня тут стояли чучела, но я фанат этих чучел утиных. Я всю весну долбил, делал из этого, с полена чучела, деревянные чучела было. Там этих пенопластовых чучел вообще не было. Резиновых чучел я не брал, потому что они были дорогие для меня. А я делал все из полена, вставлял. Но, конечно же, утиных перелетов тут минимальные. Ну, вот гуща тайга. Гуща тайга. И для весенних птиц нужно, чтобы пространство большое было. Они туда более-менее садятся. А здесь минимально так. Где-то одна, две, три штуки там, может, сядет в кусты. Но я любил с окна наблюдать на чучела. Все это я как бы делал в свое время. Так, ну что тут у нас еще плавает? Так, это у нас оттуда, вон там туалет был раньше. Это стена, ну, сгнила, столбы сгнили, у меня проводилось там все, как бы сломалось. Поранишься, там гвозди, блин. Айда. Грязная, сырая, айда. Она не может без воды. Затопили печку, сейчас будем, наверное, еще, в принципе, наверное, можно костер затопить, чтобы вскипятить чай. Посмотрим. Ветрено сегодня что-то. Да и уже через несколько дней снегопад ожидаем. Показывает снег. В общем, дожди. Нехорошая погода. От избы недалеко, вот крупная береза. Несколько штук их тут. Прямо возле избы. Попробуем с этой березы березовый сок выгнать.
Вот смотрите, ребят, сок побежал. Не знаю сколько, но он сутки, 2-3 может там этот сок выйти. Это дедовский способ гонки, выгонки березового сока. Немножко подрубаешь кору и сок выходит. От этой царапины береза не погибает. С ним ничего не случится. Так что все нормально. Хоть наполовину спили березу, он не погибает. Елка быстрее может погибнуть. Сосна тоже. Дерево сосна от таких зарубок не погибает. Он смолой закрывается. А это тоже заживляется у березы, я не знаю как. И почему. Ущерб от этой царапины вообще нету. Так что смело можете немножко подрубить кору. И сок идет, как бы береза набирает сок земли и под корой идет весь сок. Не надо там, скажем, до середины ствола там рубить, а именно сок идет под корой. Вот так, пусть набирается. Еще я установлю второй, немножко мусор попал. Еще второй так установлю, второй котелок и будем собирать. Пусть набирается вообще. Интересная прищепка, ребят. Сейчас охотники вот приезжали сюда. Это я как понял макароны. И смотрите, из деревяшки такую прищепку сделали. Честное слово, я первый раз такое вижу. Много чего я сам придумываю, но вот такое я первый раз заметил. Так что имейте в виду, берите на заметку. Удобно.
О, из избушки тепло. Прям жар такой. Сейчас еще 2 полена подкнул. Нормально греет. Таежный суп хочу сделать, ребят. Сварить. Не сделать, а сварить правильнее. Сегодня буду варить. И обычно как? Из тушенки. Из покупной тушенки так. Много раз уже на видео снимал. Суп варил. А сегодня я буду варить суп из рыбных консервов. Так что посмотрим, что получится. Сельдь или что-то там похоже на это. Ну, сейчас покажу, какие консервы. На костре уже чай закипает, скоро закипит. Костер там хорошо топится. Поросенок тут лежит в грязи. Вот не брезгует. Чем грязнее место, тем ей удобнее. По жизни поросенок какой-то. Тулана сегодня не взял. Сразу же на вопросы, почему я тулана не взял. Ну, 2 собаки, думаю, здесь лишние. Кругом вода. Идти тулану некуда. Воды боится. Рано или поздно мы съездим, пока мало комаров. Пока нету комаров, пока мало будет их комаров. Съездим до 2-й избы, я туда вот возьму тулана. А Айду брать не буду. Просто товарищ, он нужен мне. Могу и без собаки, конечно, съездить, но с собакой веселее, как ни крути. Веселее будет. Ружье не будем брать. Сегодня я взял ружье, но из чехла еще не вынимал. Так. В суп еще добавлю лук. Из приправы больше ничего добавлять не буду.
ребята, туалет здесь. Ну, и если быть точным, вот до сюда, надеюсь, видно, доходила вода. Потом первые сутки, вот, сантиметров 10 упала вода. Потом вторые сутки, где-то сантиметров 30 упала вода. 30, да. 10, 30 и постепенно сейчас дальше спускается. Так, давайте посмотрим последние записи. Есть, нету тут. Так, ну да. 9 мая тут были знакомые. Так. День Победы записали. Вода бешено поднимается. В дом зашло примерно полметра. Приезжали стрелять уток, но ничего не подстрелили. Так, да, коршитны конепуктин. Думай там конепуктины. Чучело ясно. Уберите. Короче, тут записали еще, что матрасы все убрали в баню. Всего хорошего, Коля и Дима. Вот такие дела, короче, полметра, пока они здесь. Ну, как и говорили, я его видел, Николая Калистратова. Многие из Сыктывкара знают. Там в дуплете покупают у них патроны, вот это продавцы, Коля, Дима. Короче, они тут и ночевали. Калистратов Коля, Дима, фамилии не знаю. И, короче, они ночевали тут, и вода зашла, уже все плавало, говорит, тапочки, все плавало тут. И на следующий день вообще тут ужас. Резко так вода поднялась. Ну, вот такой вид с окна. Вот когда чучела наставишь, там, расставишь, и, ну, приятно смотреть. Хоть уток нету, но все равно ты смотришь, и ветром носит туда-сюда. Я занес котелок в избушку, потому что на улице ветер, сильный ветер там гоняет огонь. Здесь быстрее у меня все сварится. И суп буду варить, вот сейчас я покажу. Вот такой консервы. Доброфлот щельдь. Ну, знаете, вот с картошкой нормально, вот когда вот варили дома картошку, то отдельно, и с этим консервом ели, вроде нормально. Сейчас посмотрим, какой суп получится. Дальше я еще лук взял на приправу. И больше, в принципе, я морковь, это не особо так. Я в плов вложу морковь, в мясные блюда. Можно, в принципе, сюда ложить. Но если... Но, ребята, если я буду варить, рано или поздно, конечно же, уху сварим. И если буду варить уху, я никогда вот этот лук из свежей рыбы, вот свежепойманной рыбы, я никогда лук, морковь, я туда не ложу. Это получится овощной суп. Не спорьте со мной, это овощной суп. Уха должна быть, знаете, вода, рыба и картошка. Вы должны чувствовать вкус рыбы. А когда уже приправу добавляется там, да тем более лавровый лист туда-то, когда добавляют, это уже, извините, это уже не уха, а это лавровый лист, это убивает вкус ухи. Это неестественно уха. Что бы вы мне не писали, что бы не говорили, я один раз как-то варил суп, не суп, а вот уху. Но вот мне вот начали писать, что это обычный рыбный суп. Ну, я говорю одно, мне пишут другое. И это спорный вопрос. Это
У меня лично такое мнение, что в ухе 3 ингредиента: вода, рыба и картошка. Больше ничего не надо. Это приправа, там перец, душистый перец добавляют, лавровый лист. Все, там ухи уже нету. Там это приправа, суп с приправой. А у нас в Коми всегда мы варили так вот. Когда ты только варишь рыбу с картошкой, она вкус такой, вот ты ешь, и вода рыбная, рыбная вода, вот чувствуешь вкус рыбы, из какой сварил. Из хариуса или же из окуня я люблю, вот обычно, если уху варю, щука и окунь, стараюсь из 2 рыб вот с таких варить. Вот. Так что попробуйте так, по моему рецепту, сварить настоящую уху. А не добавляйте никакие приправы. Это вы не то делаете. Я даже видел один раз. Свежие огурцы туда закидали. Мама, не говорю, я смотрю, удивляюсь на таких людей. Ну, извините меня, это уже не уха, не фиг знает что получается. Свежие помидоры также туда закидывают. Эти ингредиенты убивают вкус, запах, вкус, настоящий вкус рыбы. Вот так вот. Ну что, наверное, я тоже что-то запишу. И эта тетрадка уже зарисована, все. Дети также приезжают с семьями сюда. Везде танки, туда-сюда. Рыбаки, рыба. И придется новую тетрадь принести. Так. Ну, что будем писать? Вот сегодня какое? 13 мая. 13 мая. 20 год. Короче, приехали с Айдой. Вода падает. Погода какая сегодня? Солнечно и ветрено. Ошибок море. На это я не обращаю никакого внимания. Ветрено, может 2 N, может 1. Ветрено. Ну пускай 1 N будет. Фиг с ним. Так. Мне как бы лучше, наверное, я буду писать по коме как-то быстрее. Я напишу еще, что я сегодня гнал этот, как сказать, медведи пришли. Опа. Это соседи. Это соседи, нижней избе, там, видать, люди тоже есть. Я думал, где-то какой-то медведь вышел. Так. Ну и еще немножко добавлю туда-сюда. Такой запись сделаю. Одним словом. Дам знак. В этих строках прохожие увидят, что здесь мы были, что делали. И советую всем писать, кто будет здесь в избе. Чай закипел. Люблю, когда костер горит на улице. Сейчас нам оттуда еще
сырые дрова принести. Или это уже слишком сырые, но они не будут гореть. Нет, оставлю. Они вообще ужасно сырые. 2 венца. 2 венца в воде. Мусор еще соберу. Вот так вот. Все. Можно чай пить. Сейчас дождемся, как сварится суп. Нормально. Нормально покушаем и на куда-нибудь схожу, поброжу. Пойдет. Ну, скоро закипит. Давайте сходим еще а посмотрим, как там дела с нашим самогоном лесным. Лесной самогон гоним. Вот видишь, где-то уже миллилитров 700. Больше полулитра уже есть. Ну и там еще второй установил. Еще там посмотрим. Но за день должен, в принципе, полторашка-то будет. Здесь, конечно, меньше капает. Но нет, почему? Нормально тоже. Тоже уже. Сейчас пообедаю, и я это перелью. И дальше поставлю, пока будем бродить. Я манок взял. Хочется еще где-то кряхву переманить, если получится. Дровишки вот заготовил, вот мусор. Оттуда все течением. Течением, короче. Как же это назвать-то? Не раз кидала, да фиг с ним, поняли, наверное. Так. Сюда лодку чуть подальше, наверное. Это охотники тоже. Это под этим самым сейчас находится. Будет капать там. Когда капли долбят, скажем, в одну точку, также ржавчина потом получается. Но сам по себе эта лодка уже начала гнить.